И у меня много друзей, которые не читают намаз, они пьют. Я ригелями, вот этими вот монтажными плитами разговариваю. Бухнули друзьями, пошел и оказался в эфире, вот и все. Не воровать мандат. Хорошо, что меня не выбрали. Что-то не пуп земли, наверное, я не знаю, но у кыргызов свои глюки. Президент, он есть президент. То есть точка невозврата, они перешли. Насчет президента не знаю, но политику буду играть, это точно. Я еще умею объяснять. Весь вопрос в том, что мы перестали чувствовать свою душу. Сейчас мужчины замуж выходят. Я работаю отцом, у меня профессия отца. У вас 8 детей. 13. Пока. Добрый день, уважаемые зрители нашего канала. Меня зовут Рита Мукалаева. Это программа «Реальный взгляд». И у нас сегодня в студии гость Мактыбек Аштамбек, общественный деятель. Добрый день, Мактыбек Мурза. День добрый. Готовясь к сегодняшней передаче, я изучила вашу биографию. Вам 56 лет. И я подумала, вот, жизнь этого человека очень насыщенная и многогранная. Вот я сейчас зачитаю. Значит, начинали вы с того, что получили профессию инженера-строителя, но практически ею никогда не занимались. Служили в армии. Вы политолог, работали очень долгое время журналистом, преподаватель журналистики и теологии, директор халяльной индустрии, предприниматель. Далее, вы были кандидатом в президенты. На сегодняшний день вы член партии НУР, блогер, мотиватор. Изучаете психологию. Это только то, что я узнала. Есть что-то, что еще я не узнала из социальных сетей? Да, открытие может быть. У меня 9-летнее высшее образование по инженерному делу. Я работал на стройке, начиная с 14 лет до 22. Я дошел до прораба, потом пошел учиться на высшее образование. Вот я работал на стройке, я рос на стройке. Я ригелями, вот этими вот монтажными плитами разговариваю. Все-таки вы могли бы, да, стать, значит, инженером-строителем, сделать это вот основной вашей профессией? Да, я вот люблю свою профессию. Я считаю, моя профессия – это инженер. У меня мышление инженерное. Просто развал Советского Союза перепутал карты. Вы в журналистику пришли совершенно случайно или целенаправленно? Ну, в жизни ничего не случайно, но для меня, да, вот, на первый взгляд, случайно. Бухнули друзьями, пошел и оказался в эфире, вот и все. Все вот так примитивно. Но тем не менее, я помню, когда вы появились на телеэкранах, это было креативно на самом деле. Может быть, действительно, как вы сказали, вы тогда бухнули. Но более старшее поколение сотрудников КТР, они восприняли вас в штыки. Потому что восприняли в штыки. Они считали, что вас и Эльмару Турсуналиева абсолютно никто из более старшего поколения сотрудников не хотел принимать. Эльмара пришла уже в какой-то степени проторенной тропинке пришла. То есть по вашей? Да, где-то вот, львиную долю сопротивления я уже вроде бы там, стереотипы вроде бы сломал кое-какие, да? А вот самые колкие это были в начале, да. Человек с таким языком, человек с такими манерами, технического мышления, который не знает градиентов, есть белое, есть черное. И самый большой недостаток, он еще и с юга. Вот. Это имело значение тогда. Телевидение было квотом другое. Сейчас это не Тем популярно. не менее, креативность, наверное, да, основной ваш отличительный знак от тех, кто работал. Разлом стандартов. Разлом стандартов. Вы создали более 30, да, передач, если я не ошибаюсь? Так где-то есть. Что из всего того, что вами сделано, запомнилось вам больше всего? Чолангудар Жанамель. Это любовь моя. И первая, и последняя. И все. И все. Остальное что там? Остальное работа. Вы работали уже преподавателем журналистики, нынешние журналисты. Что вы о них можете сказать? Я сейчас не вижу журналистов. Я считаю, я один из последних, наверное, который кое-как может осмелиться назвать себя журналистом. Сейчас блогеры пошли. Это плохо или хорошо? Каждому заману свое. Значит, сейчас требование такое, информация такая нужна. Блогерская информация обслуживает, значит. Журналистская информация сейчас, она очень тяжела, она очень плохо осваивается.
ее надо между строк, надо вообще-то учиться читать журналистский материал, да? Она не просто дается. Сейчас поэтому она, мне кажется, не актуальна. Ну, сейчас вот клиповое мышление, как говорят, и, естественно, блогерский штамп сегодня. Ну, журналистов я думаю, в постсоветском пространстве вот, журналистов, наверное, было очень мало. То есть перестроечная эпоха не воспитала журналистов. Она уже доедала последние. Говорит ли это о том, что профессия журналиста, она себя тогда изжила? Нужны блогеры, вот кликмейкер, как вы говорите? Или все-таки нужны В журналисты? последнее время я так понял, на практике КТР понятие журналист, она сменилась понятием репортер. Это о чем говорит? Что она уже вымирает, она сужилась, да? Вообще-то, с точки зрения великого слова, это трагедия. Но с точки зрения информационного обслуживания ничего страшного. Население обслуживается, вот и все. Сейчас у каждого в руках ну, достаточно информации. То есть, не сходя с этого места, я могу знать, что происходит. Даже избыток информации. Избыток информации. Скажите, пожалуйста, вот вы считаете, это тоже правильно или неправильно, хорошо или плохо? Это неправильно. Избыток информации, она деструктивна. Я понимаю, если человек, потребитель информации, он если воспитан, у него есть некий фильтр, тогда нормально, вот, выбор есть, из чего выбирать. А вот когда у человека нет этого фильтра, и он все подряд ест, это деградирует человека, это же уничтожает его. У него ничего не остается, неформированные взгляды, неформированные, там, скажем, даже элементарная речь не формируется при таком обилии. Поэтому это смотря у кого какой фильтр. Растет поколение, которое, как вы сказали, вот растет на таких новостях, они абсолютно все могут узнать, что происходит в каждой точке мира буквально сейчас. Что ждет это поколение тогда, с вашей точки зрения? Вы же об этом думаете? Это поколение, я боюсь быть непонятным, но, наверное, поймут, кому это нужно. Это поколение клиенты метавселенной, вот и все. Объяснитесь. Это постиндустриальная такая индустрия пошла, информационные технологии. Ну, сейчас вот Facebook, Instagram, социальные сети. И пошли такие трендовые заявления, что скоро вообще нет необходимости выходить на улицу. Нешуточная война между метавселенной и постиндустриальным капитализмом. Когда свалили Трампа, это первый сигнал тому, что капиталисты проигрывают информационникам. Вот и все. Сейчас мы воспитываем поколение, которое будет уже пожинать плоды этой информационной эпохи. Это цифровизация, это ничего. Все в метавселенной. То есть через очки виртуальный мир, вот и все. Это невообразимо, но это, наверное, идет. Наверное, когда-то кому-то, если рассказали бы про трактор, не поверили бы. Или кому-нибудь рассказали бы про сотовый телефон, не поверили бы. Но это есть. Да, это есть. Это реальность. Это реальность. Давайте поговорим еще об одной реальности, политической реальности в нашей стране. Почему вы решили баллотироваться в президенты? Это было спонтанное решение или тоже вот как? И отправились на телевидение, стали журналистом? Нет. Как бы ни думали, но я считаю, что я в жизни человек, который осмысливает свои шаги. Я не человек порыва. Я рос в деревне. То есть все вдумчиво, анализируя, вы идете к этому? Мен кемпірдің баласымын. На русском нет такого, да? Бабушкин сынок или как там? Внук. Да, ну я у бабушки рос. Да. У меня каждый шаг, он осмысленный, таких порывистых шагов не бывает. Я себе не разрешаю такие роскоши. Почему я пошел в президенты? Я глубоко религиозный человек. Моя религия, она не агрессивная. Она призывает к миру. Если бы мы знали бы эту религию, наверное, мы бы с удовольствием пользовались бы ею. Ну, просто нам не так преподносят. И у этой религии есть религиозное центральное начало. Вот это я хотел показать людям, что ислам – это не только молдочелук, это и экономика, это и политика. Мы разбираемся в политике не хуже так называемых политиков. Мы видим генезис в чем любого явления.
И так далее. Вот. Третье, просто хотел учиться жить в этой реальности. Не только как обыватель, но и как правитель. Пожить эти дни, что это такое. Вот, хотел, если не сочтете за громкие слова, хотел себя предложить народу. Я готов поработать. Не воровать. Не воровать мандат. И этим мандатом себе его обустраивать. Нет, просто поработать. У меня было некие видения, ну, я вижу, да, положение вещей, как можно делать. Они правильные, неправильные с точки зрения политологии, там, мироустройства, я не знаю, но я как гражданин этого пункта, я на тот момент видел определенные моменты. Я говорю, надо было вот так сделать, если выберете, я сделаю. То есть я себя предложил. Но, к счастью, народ выбрал другого кандидата, и я рад за это. Хорошо, что меня не выбрали. Вот что такое религия? Религиозным человек становится, когда он ищет ответы, да, на вопросы определенные в жизни, да, ищет цель, смысл в жизни, да, и он все эти ответы находит именно в той религии, которую выбирает. Это православие, христианство, мусульманство. Вы всегда были религиозны? Или в какой-то момент вы решили, что вот я свою жизнь сейчас посвящу именно служению? Мое видение чуть-чуть иначе. Я религиозным человеком считаю не того, который ищет смысл или что-то. Кто ищет смысл, он философ. Кто ищет ответы, он ученый. Религиозный человек, он практикует, вот и все. Он человек, который выполняет предписания своего Бога. Вот и все. Мы выполняем. Я, допустим, сейчас закончил аспирантуру, я ученый без 5 минут. Скоро выйду на защиту. Я ищу ответы совсем другого порядка. Смысл жизни я разобрался. И у меня много друзей, которые не читают намаз, они пьют, живут. Но они ищут, они даже знают смысл жизни лучше, чем я. Чем я отличаюсь? Я просто практикуюсь. Я выполняю предписания своей религии, своего Бога. Вот религиозность в этом. А не в том, что ты умничаешь, не в том, что ты там где-то изучаешь чего-то. Нет. Религиозный фанатизм. Об этом я хотела сейчас поговорить. Вот в Кыргызстане он на сегодняшний день есть? Мы привыкли к самому фанатизму смотреть другого колокольни. Вот недавно кто-то вывел это понятие светский фанатизм. Это что такое? Это тоже какая-то крайность. Непринятие, кроме своего мировоззрения, другого. Да? А почему не должно быть такого с религиозным оттенком? Это природа человека. Это не особенности религии. Это природа человека. Вот у Ленина есть такая работа, детская болезнь левизны называется. Это о чем? Это и есть фанатизм. Вера в свои идеалы. Да, это есть фанатизм. Человек, он болеет, он должен переболеть вот этого. Мы все вначале переболели. Демократией болели мы. Мы переболели свободой. Я лично переболел тоже фанатизмом, религией. Вот головой кто-то ударился в бизнес. Это что? Как скажем, предпринимательский фанатизм. Это природа человека. Религия ни при чем. Все новое, если человек не обучен осмысливать, он этим болеет, но потом перебаливает. Почему-то ему дают религиозную окраску, а в остальном убирают из природы человека. Вот девушка оделась, фанатизм. А то, что она трусы на голову одевает, нижнее белье, это что, не фанатизм? Почему об этом не говорят? Это же природа человека. Пророк Мухаммед именно о фанатизме. Остерегайтесь излишеств в религии, так как те, кто жил ранее, таким образом погубило именно излишество в религии. Да, конечно, Да. это так. Просто бывает излишние старания. Да. Излишние стремления, да? Перебор, простым языком. Да, не только любой маломальски знакомый человек с истинностью религии, он не позволяет себе излишества. Ему этого достаточно. Вот эти перебор, да, вот такой случается. От
неграмотности, от невежества. Это не только в религии, во всем. Человек не осмыслил, не охватил все, что есть, не понял смысл этого, и у него свои глюки пошли. Алмазбек Атамбаева и участников октябрьских событий оправдали. Что вы об этом думаете? Прокомментируйте. Ребята разобрались. Кто кого-то наказал, дал понять, что в жизни не все так, что ты не пуп земли, наверное. Я не знаю, но у кыргызов свои глюки. Мы же знаем, что у нас такое. Я тоже буду мстить. Я тоже буду там показывать, доказывать, наверное. Вот так вот просто ребята с друг другом разобрались. Политическая жизнь вообще Кыргызстана вас, вы не прошли, но тем не менее, она интересует вас сейчас? По той мере, по какой я хочу. Я не лезу. Но вы комментируете. Да, то, комментирую, что который происходит. соприкасается с моими интересами, с моими Взглядами, да? Да, с моим пониманием. Где я не понимаю, я не лезу. Бывают моменты, которые я не понимаю. Мир, это система сложностей. Поэтому, да, есть моменты, которые я не понимаю. Я туда не лезу. А вот есть явления, которые я, к сожалению, может, к счастью, я понимаю, я там говорю что-то. Я просмотрела ваше видео, где вы высказались о легализации казино. Вы категорически против этого, конечно. Но тем не менее, обоснуйте вот сейчас, почему? Есть несколько объяснений. Есть религиозное объяснение, оно в нашей религии запрет. Это догма, вот и все. Как бы ни говорили, это догма. Мы практики своей религии, мы придерживаемся догматических предписаний. Это мой долг, я считаю таким, хоть бы что-нибудь. Но это мой долг. Да? То, что Бог запретил, я должен это запрещать. Это первое. Второе, мы, как бы ни говорили, но мы идентифицируем себя, большинство нашего населения идентифицирует себя мусульманством. Это интересы этого населения. Вот. Кто-то его понимает, кто-то не понимает, вопрос не в этом. Это работа понимающей его части. Это вторая позиция. Третье, я на самом деле глубоко убежден, что казино является одним из источников зол. Я в этом убежден, потому что в силу своей журналистской деятельности на протяжении нескольких десятилетий, которые я работал, практиковал, ко мне очень много семей обращались. У кого-то жена обращалась, что муж прям жену поставил на кон. Прям жену поставил на кон. Вот, черное казино бывало тогда, да? Родители, которые, да, дом проиграл сын там, очень много случаев было. Я лично этим сталкивался. У меня свои счеты с этим казино, так сказать. И поэтому я сказал, ребята, если... Вот четвертая позиция в чем? Это так или не так, реальность так играет или не так играет, но я считаю так. Если у нас где-то кто-то несчастен, то мы должны сделать все для того, чтобы искоренить источник этого несчастья. Если какую-то девчонку изнасиловали, ссылаясь на праздник, мы должны закрыть этот праздник. Если это массово, мы должны это закрыть. Если, ссылаясь на этот праздник, происходит там резня, мы должны запретить этот праздник, даже если он праздник. Значит, он не праздник, он источник зла. Если казино приносит счастье многим людям, даже хоть он источник изобилия, мы должны это закрыть. Вот это была моя четвертая позиция. То есть четвертая основа моей позиции. И если бы я не сталкивался с этими, может быть, я остановился бы на религиозных, но я лично вижу эти последствия. То есть у вас личностное отношение к этой... Да, я видел этих людей. Я лично видел этих несчастных людей. Садыр Джапаров, президент Кыргызстана на сегодняшний день. Ваше мнение о нем? О президенте? О президенте. Президент, как? Президент, он есть президент, который уполномочен той властью, которую ему дал народ. И он расширяет свои полномочия. Это болезнь всех наших бывших. Я его жалею. Наверное, был хорошим человеком. Человек разрешает себе испортить власть.
Вот и всё. Напротив, Да, наоборот. да. Есть люди, которых ничего не портит. Вопрос в другом. Понимаете, вот, может, он тоже является, я вначале тоже об этом говорил раньше, может, он является заложником некой системы отношений, когда он вошел, может, недооценил, может, переоценил свои возможности. Но факт в том, что сейчас его родные, его близкие, его друзья, его болельщики, если есть как таковые, должны его спасать, как человека. Потому что каждый шаг теперь, который он будет делать, будет идти ему в минус. Сейчас я не говорю о президенте, я говорю о человеке, который занял этот пост. А этот человек же, у него есть семья, у него есть личность, у него были какие-то мечты, у него есть какие-то видения насчет будущего своего, внуков, да? Это трагедия. Это трагедия. У нас все президенты, которые пришли, как они уходят. Мне бы очень не хотелось, чтобы он тоже был таким, как они. Ну, я прочитал где-то, оказывается, есть такой феномен, называется синдром Кассандры, что ли, когда система, а внутри его системообразующая стержень, как только он перестает принимать сигналы о реальности, эта система идет к развалу. Ну, Кассандра-то ясновидящая, которая иносказательным языком говорила о том, что будет, но ее не понимали. Да, вот принимали за сумасшедшего. Я думаю, сейчас вот эта команда, она дошла до пиковой точки, когда она уже перестала слушать те угрозы, те индикаторы, которые им говорят о развале, о крахе. Вот есть же индикаторы, которые говорят, батарейка кончается, или там землетрясение. Они перестали это слушать. Они дошли до такого уровня, уже не слышат его. То есть точка невозврата, они перешли. И мне жаль. А вы будете еще раз баллотироваться в президенты? Насчет президента не знаю, но политику буду играть, это точно. Вы же политолог еще. Да, я еще умею объяснять. В политике я буду присутствовать, это точно. А в качестве кого? Ну, я не знаю, зависит от состояния той культуры, которая будет на тот момент. Давайте поговорим о психологии. Психология занимает очень большую часть тоже вашей жизни. Я послушала очень много ваших мотивационных роликов, где вы умеете внушить людям, ну, скажем так, вернуть интерес к жизни или разрешение тех или иных проблем. Психология и ислам, насколько они совместимы? Вы выпустите это. Я понял одну штуку в психологии. Современная психология обманывает человека. Вот это я понял. Сама суть психологии – это в слове своей семантики стоит. Пси – это душа. Психология – это душология, да? Это изучение души человека. В исламе о душе очень мало сказано, то есть о сути самой души. Но о его работе, о его жизнедеятельности вся ислам. Ислам направлен на психологию человека, на его душу. Не на тело, не на разум, а на душу. Разумом командует душа человека. Но светская наука отрицает душу. То есть это постсоветский такой, у нас инерционно идет до сих пор. Мы не признаем душу, хотя чувствуем, а даем приоритет разуму. Да. А разум представляет, он, оказывается, пляшет под дудку души. Если вам хочется вот этого, а хочется это прерогатива души, значит разум, он моделирует вот это. А если душа вот этого хочет, он моделирует вот это. Разум, чего бы ни говорил, он вообще не имеет, оказывается, разум не имеет свободы, он зависит от души, он подхалим этой души. Весь вопрос в том, что мы перестали чувствовать свою душу. Что это такое, эта душа? Чего он хочет, эта душа? В общем-то, откуда эта душа? А наша религия это объясняет просто. В утробе матери, когда этому эмбриону, или как правильно, зачатку, 4 месяца, Бог сам персонально в него вдувает эту душу.
Слово «нафс» от слова «нафаса», арабское слово «нафаса» — «сдул». Он душу сдувает. И в самой в этой душе есть встроенные программы, которые призваны обеспечивать вашу жизнедеятельность. И вы живете в зависимости от этих программ. То ли вы их утопляете, то ли вы их совершенствуете, эти программы, то ли вы руководствуетесь. Некоторые из них, они проявляются через инстинкты. Некоторые там программы через инстинкты проявляются. Некоторые очень там глубинные из программы, в которых сам боишься залезать. Да? Ну, одним словом, эта душа обратно возвращается к Богу. И он должен вернуться к Нему уже воспитанным, уже адаптированным к раю. Он должен быть совершенной душой. Тело остается, в могиле. То есть, пройдя определенный этап, Воспитание. получив урок какой-то, Да. он возвращается. Вот так скажем, я так понимаю, земная жизнь — это некий такой карантин, где он становится гражданином рая, либо не становится. В рай попадает не каждый, туда попадают, естественно, люди, у которых уже душа прошла определенный, скажем, закал, да, определенные жертвы у него есть. Он умеет жить. Он прошел определенные испытания в этой жизни. Жена — испытания, дети — испытания, работа — испытания, болезнь — испытания, счастье — испытания. Все испытания каждый миг. И душа привыкла вот это все проходить. Если он религиозная душа, он это проходит под бдительным, так скажем, сводом предписаний. И это алгоритм, который, как можно попасть в рай, так скажем, этой душе. А почему Я вы решили психологию вот заняться? так воспринимаю. Почему вы решили заняться психологией? Вы искали ответы на вопросы тоже? Нет, я хотел людям помочь. Получается помогать? Нет, это мое мнение. Я посмотрел, что они ищут ответы у вас. А вы как чувствуете? Ваше мнение, для меня это правильное мнение. Мое мнение может быть всякое. Я же тоже человек. Мне нравится там показывать себя таким. Результаты говорят, да, у меня кое-что получается. Я, наверное, помогаю людям. Я хочу поговорить о вашей предпринимательской деятельности. Проект «Биогумус» действует сейчас? Работает? Да. Он приносит вам прибыль? Приносит пока так. Пока я на стадии изучения этого проекта, я все люблю изучать. Насколько полезен для людей. У нас почва, она отравленная почва, постсоветская почва. В Советском Союзе это же химическая держава. Чтобы маскировать свою химическую, так скажем, милитаризм, Советский Союз ее маскировал агрохимией. В процессе все это аэробно, анаэробно, она все там уничтожена была. Она стала наркоманом. Даже у нас хлеб, вот это вот, как ее, клейковина искусственно поднимается даже. И сейчас я изучаю, насколько этот гумус адаптируемый к нашей почве. Нет ли ничего еще больного от него? Потому что сам микрофлора этого червяка, она для нас еще непонятная вселенная. Там очень большая цифра бактерий. Мы о них почти ничего не знаем. Я пока это смотрю, не как ученый, как я фермер, официально у меня есть удостоверение биофермера. А вы еще и фермер? Да, биофермер. Вот у меня есть свои земли, я изучаю, смотрю, как они дают. Как только кое-какие, если мои гипотезы подтвердятся, я начну их выпускать. Я видела несколько ваших роликов, где вы учите людей предпринимательской деятельности. Можно ли человека научить предпринимательству? Вы знаете, интересно, наша религия – это религия богатых предпринимателей. Я вам сделал открытие? Нет. Вы знали об этом? Да. Это религия богатых, а не бедных. Основные предписания 5, из них 2 основываются на богатство. Если ты не богатый, ты не все полностью выполняешь. Просто многие об этом не знают.
Это первое. Второе. Деньги нам дают, оказывается, хотим мы этого признавать или нет, они дают свободу. Только вопрос в другом. Что за свобода? Если ты ищешь здоровье, знания, развитие, деньги здорово это. Помогают найти это все, искать, использовать. В-третьих, оказывается, много ума не надо, чтобы находить деньги. Тем более сейчас инновационный век. Все потребляют все и вся, и везде. А у нас их очень много. А мы просто оседланы постсоветское инерционное мышление у нас. Несколько там категорий профессий, все, мы на этом зациклены. Одним словом, мы не знаем те ценности, которые мы могли бы конвертировать в деньги. Я начинаю этому просто обучать, и еще через интернет. Да. Я свидетель этому. Да. Скажите, а есть результаты? Вот, обращаются к вам ребята с чувством благодарности, там очень много молодых ребят, сказать, да, вот благодаря тому, что мы узнали у вас, я стал... Да, очень много их. Но вопрос в другом. Надо ли это? Мы это не приветствуем. Мы рады тому, что человек научился, пошел кормить свою семью, потом начал платить налоги. Все, я кайфую. Ваша финансовая независимость, от чего она зависит? От каких составляющих? От моих стремлений. Это зависит от количества бензина, который я трачу. То я доеду до точки, если я трачу столько-то бензина. Вот так. Мои стремления, энергия, насколько я трачу ее, это есть показатель, сколько я хочу заработать. У вас очень насыщенный график, насыщенная жизнь, но у вас еще, вы отец семейства, у вас 8 детей. 13. Пока. Я ошиблась, да? 13. 13 детей. И вот скажите, пожалуйста, ведь для того, чтобы их вырастить достойными людьми, нужны большие финансовые влияния или нет? К сожалению, так думают. Чтобы вырастить детей, хороших детей, надо взять на себя работу отца. Я работаю отцом. Вы справляетесь с этим? Нет, я работаю отцом. У меня профессия отца. Просто за него пенсию не платят, социальных отчислений нет, но я работаю отцом. У меня одна из важнейших ролей, специальностей, я отец, чтобы воспитывать своих детей. Чтобы после себя не просто ораву какую-то оставить, а вот полезную, скажем так. Я работаю. Ваши дети имеют право выбора, право голоса? Мои дети, вот смотрите, как бы красиво ответить на это хороший вопрос. Твердость отца – это мягкость Бога. Что вы понимаете под этим? Воспитание? Это отсутствие выбора у детей. Деспотичный отец – это хорошее будущее. У вас это укладывается? Что это означает? Отец – деспот, тиран. Какая ассоциация? Я ни разу не был в школе своих детей. Я ни разу не проверял ни одного дневника. У меня 3 детей есть заядлые двоечники, которых я еще больше люблю. Это их выбор. Хочешь учиться, учись, не хочешь, не надо. Хочешь быть грамотным человеком в обществе, да, пожалуйста. Ну, хочешь быть человек, ну, не умеет читать, ну ладно, это твой выбор. Это меня не касается, это не моя работа. Это работа учителей. Хочешь учиться, я им оплачу. Кто, по-вашему, деспот отец? Строгий, жесткий отец. Кто это? У которого есть ценности и видение будущего своих детей. У которого есть цели и амбиции насчет детей. Которые эти амбиции, цели нравятся и этим детям. Не просто навязывает. Это и их, так скажем, заводит. Сколько лет вашему самому старшему ребенку? Около 40. 40. Вы видите в нем то, что вы хотели в нем заложить? Ну, когда он появился, вам, наверное, было очень мало лет. Мне 19 было. Да. Да.
Он очень хороший гражданин своего государства. Он примерный муж, он хороший отец. А ценности, которые вы вот проповедуете, в нем Ценности вы тоже видите? на выбор. Каждый может выбрать свои ценности. Я им прививаю некоторые универсальные, чтобы они не вредили своему народу. Да, вот это я навязываю, чтобы они всегда и давали людям пользу. Пусть пользуются тобой. Да, пускай пользуются. Не чувствуй себя лохом. Пусть пользуются. Это значит, ты живешь, ты полезный человек. Вот. Вот это вот ценность, универсальная, которую я даю всем одинаково. Ну, таких немного. Остальное они сами выбирают. Вы когда с ним беседуете, то есть это же взрослый человек, ему 40 лет, он соглашается со всем тем, что вы делаете, что вы говорите, что вы проповедуете? Нет, есть моменты, которые его не устраивают, он тоже говорит: пап, может, ты лучше бы так поступил? Я говорю: почему? Ну, сейчас есть такие моменты, такие углы, такие. Давай я подумаю. Потому что он молодой человек, он конструктивный. Может, он увидел те моменты, которые я еще не увидел. Да, он партнер в жизни. Я уважаю его подсказки. Не только его. Да и все. Да и маленькая ко мне приходит: пап, в школе вот Самому младшему ребенку сколько? так. 2 месяца. 2 месяца. То есть вы заново можете, до того, как она начнет осознавать себя, еще что-то, да? Придумать и вложить в ее душу, в ее сердце, в ее разум. Это любовь. Я люблю своих детей. Но я по-своему, по-старому. Нас называют старый кыргыз. Скажите, вот 13 детей, это была сама цель или так получилось? Я обожаю большие семьи. Там очень много ценностей. Там любовь между братьями, сестрами. Там все вопросы решают все. Там твоя, моя нету. Это так. Вам удается всех своих детей собрать вместе? Конечно. Когда вы все вместе, о чем вы чаще всего говорите? Ну, сейчас и внуки пошли, там шумно, гамно, но у меня получается пару минут что-то сказать. Келиндерге там, что-то сказать детям. Вы наслаждаетесь этими моментами? Конечно. Это вот именно тот момент, когда я, наверное, вот чувствую смысл своей жизни. Когда вот около 50 человек от меня. Представляете? Я на троне. Около 50 человек внизу, все. И внуки, и внучки, дети, келинки. И вот этих людей я собираю на один момент, на 1 минуту. Я им говорю: слушайте, я вам подарил большое племя. Смотрите, не потеряйте ее. Я счастлив. Ваш старший сын, которому 40 лет, конечно же... Не 40, но около 40. Пусть около не 40, обидится, да? Потому что я посчитала сейчас, хотя я далеко не математик, 16 лет уже, вам 56, ему 40. Да, ему 37, да, 85-го года. Ну, давайте тогда внесем ясность, потому что видит Я говорю, отзыв. около 40, да. Около 40, скажем так, да? Вы Это хорошо, очень- когда мужчина быстрее стареет. Это хорошо? Конечно. Ему надо... Но ведь сейчас в Кыргызстане, да и вообще во всем мире тенденции, когда мужчины хотят выглядеть моложе, омолаживают, Сейчас мужчины замуж выходят. выходят. Да. Что вы Такой об этом замуж, не думаете? забывайте. Всякое можно. Я говорю, я старый кыргыз, у меня мировоззрение старого человека, старого кыргыза. И я о том, что вот сейчас пошла тенденция, когда мужчины не хотят стареть. То есть они хотят чувствовать себя молодыми. Сейчас очень много самых разных процедур. Это эмоция, вообще-то женская эмоция. Нет, сейчас это стала и мужская эмоция. Я же говорю, это вообще-то почему? женская эмоция, она перешла мужчинам. И фанатизм. Мужчины стали замуж выходить. Чему вы удивляетесь? Нет, я не удивляюсь, я знаю об этом. Почему это происходит? Ну, ценности меняются. Иногда некоторые ценности навязываются, политические. Некоторые ценности, ну, наверное, дух времени, или как еще там сказать. Много причин, но вопрос в том, что да, человечество меняется. Надо это признать. Ваши внуки, правнуки будут жить в этом мире, который до того момента, когда они повзрослеют, он, наверное, совершенно изменится, будут совершенно новейшие технологии.
Может быть, к этому времени нас и не будет, но тем не менее, скажите, пожалуйста, вот если о сегодняшнем дне, да, вот какую страну вы бы хотели оставить своим внукам, своим правнукам? В какой стране бы вы хотели сами жить сейчас? Я не знаю, но я знаю точно одно. Чтобы там были настоящие мужчины, кыргызы, которые будут заботиться о своих женщинах, которые будут заботиться о своей земле, которые будут говорить, это наше и мое. Вот. А какие законы, какие там государственные устройства, там какая будет, я не знаю, но я хочу, чтобы такие мужчины были тогда. Чтобы такие мужики были. То, что вы сейчас говорите, это реальность или все-таки это уже фантазия? Я думаю, это реальность на ближайшие 150 лет. Дальше я не знаю. Наша пассионарная инерция, наверное, дойдет. Если мы в таком темпе будем разрушаться, ну, лет 100-150 мы еще продержимся. А если еще появятся, так скажем, пассионарные скачки, ну, наверное, у нас будут еще и возрождения. Ваши пожелания себе? Я хочу долго жить. Сколько? Знаете, вот вы не поверите. Я верю, да, почему-то в глубине души я верю. Вот, как я верю в этот телефон, что она есть, я верю, что у нас все-таки будет развитая страна. Я это хочу увидеть воочию. Не умирать в надежде на это, а я хочу это увидеть, да? Единственное, то, что меня сейчас завлекает жить, это вот это заводит меня. Я ради этого работаю. И мне все равно, это я у власти буду, не у власти где, но я это делаю. Это меня заводит. Я почему-то верю в это. Я вам желаю, чтобы ваше желание исполнилось. Спасибо за сегодняшнюю беседу. И вам спасибо.